Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – блочные шифры. Блочный шифр – это разновидность симметричного шифра, оперирующего группами бит фиксированной длины, блоками, характерный размер которых меняется в пределах от 64 до 256 бит. Если исходный текст или его остаток меньше размера блока, перед шифрованием его дополняют. Фактически, блочный шифр представляет собой подстановку на алфавите блоков, которая, как следствие, может быть моно- или полиалфавитной. Блочный шифр является важной компонентой многих криптографических протоколов и широко используется для защиты данных, передаваемых по сети. К достоинствам блочных шифров относят сходство процедур шифрования и расшифрования, которые, как правило, отличаются лишь порядком действий. Это упрощает создание устройств шифрования, так как позволяет использовать одни и те же блоки в цепях шифрования и расшифрования. Гибкость блочных шифров позволяет использовать их для построения других криптографических примитивов, генератора псевдослучайной последовательности, поточного шифра, имитоставки и криптографических хэшей. Принципы преобразования блочного шифра. Рассеивание. Один бит исходного текста должен влиять на несколько битов шифра текста, оптимально на все биты в пределах одного блока. При шифровании двух блоков данных с минимальными отличиями между ними должны получаться совершенно не похожие друг на друга блоки шифра текста. Аналогично и для зависимости шифра текста от ключа. Один бит ключа должен влиять на несколько битов шифра текста. Перемешивание. Шифр должен скрывать зависимости между символами исходного текста и шифра текста. Если шифр достаточно хорошо перемешивает биты исходного текста, то соответствующий шифра текст не содержит никаких статистических и тем более функциональных закономерностей. Если шифр обладает обоими указанными свойствами, то любые изменения в блоке открытых данных приведут к тому, что все биты в зашифрованном блоке данных с вероятностью 1/2 независимо друг от друга также поменяют свои значения. Такой шифр невозможно вскрыть способом, менее затратным с точки зрения количества необходимых операций, чем полный перебор по множеству возможных значений ключа. Параметры блочного шифра. Числовые параметры алгоритма. Размер шифруемого блока данных, размер ключа, то есть размер шагового ключа, число раундов шифрования, функция шифрования, набор функций для выработки шаговых ключей, фиксированные перестановки. Шифр Люцифер в целом рассматривается в качестве первоблочного шифра. Алгоритм разработан компанией IBM в 1970-х годах для собственных нужд и основан на работе Хорста Фейстеля. Доработанная версия была принята как американский правительственный федеральный стандарт обработки информации FIPS-PAP46 Data Encryption Standard, сокращенно DES, стандарт шифрования данных. DES имеет размер блока 64 бит и ключ 56 бит. Впоследствии 64-битные блоки стали общепринятыми при построении шифра. Длина ключа зависела от нескольких факторов, в том числе от правительственных ограничений, и в результате стала очевидным недостатком алгоритма. Ее оказалось недостаточно, чтобы противостоять атакам полным перебором. В 1993 году Майкл Винер спроектировал машину стоимостью $1 миллион, способную взломать DES за 3,5 часа грубой силой. И в 1998 году машина, способная к взлому, была построена. К тому же для ключей алгоритма существует ряд значений, считающимися слабыми. Существует улучшенная версия алгоритма, называемая Triple DES или 3DES. Скорость алгоритма снизилась трижды, но система оказалась значительно более устойчива к полному перебору за счет утроенной длины ключа – 168 бит и 112 секретных бит. Опционально можно выбрать удвоенный ключ
112 бит и 80 секретных бит. По состоянию на 2011 год трехключевая система сохраняет свою безопасность, однако двухключевая версия с 80-битным уровнем безопасности больше не удовлетворяет современным требованиям. S-блок или блок подстановок. Функция в коде программы или аппаратная система, принимающая на входе n бит, преобразующая их по определенному алгоритму и возвращающая на выходе m бит. N и m не обязательно равны. S-блоки используются в блочных шифрах. S-блоки созданы для того, чтобы запутать зависимость между текстом и шифротекстом. В DES S-блоках с помощью фиксированных таблиц преобразуют 6-битовый вход в 4-битовый выход. Соответственно, 48 бит преобразуются в 32. В ГОСТ используются переменные S-блоки. Сеть Фейстеля – это общий метод преобразования произвольной функции f в перестановку на множестве блоков. Она состоит из циклически повторяющихся ячеек, то есть раундов. Внутри каждого раунда блок открытого текста разделяется на две равные части. Раундовая функция f равно f в скобках ki ri минус 1 берет одну половину, преобразует ее с использованием ключа ki и объединяет результат со второй половиной посредством операции исключающая или XOR. Этот ключ задается первоначальным ключом k и различен для каждого раунда. Далее половинки меняются местами, иначе будет преобразовываться только одна половина блока и подаются на следующий раунд. Преобразование сети Фейстеля является обратимой операцией. Для функции f существуют определенные требования. Ее работа должна приводить к лавинному эффекту. Должна быть нелинейна по отношению к операции XOR. В случае невыполнения первого требования сеть будет подвержена дифференциальным атакам. Похожие сообщения будут иметь похожие шифры. Во втором случае действия шифра линейны, и для взлома достаточно решения системы линейных уравнений. Подобная конструкция обладает ощутимым преимуществом. Процедуры шифрования или расшифрования совпадают. Только производные от первоначальных ключей используются в обратном порядке. Это значит, что одни и те же блоки могут использоваться как для шифрования, так и для расшифрования, что безусловно упрощает реализацию шифра. Недостаток схемы заключается в том, что в каждом раунде обрабатывается только половина блока, что приводит к необходимости увеличить число раундов. AES, принятый NIST в 2001 году после пятилетнего общественного конкурса, заменил собой шифр DES как федеральный стандарт Соединенных Штатов. Шифр разработан двумя бельгийскими криптографами Дамианом Йоном и Реймоном Винсентом. Размер блока составляет 128 бит и размер ключа 128, 192 и 256 бит. Несмотря на то, что размер блока может быть определен любым числом бит, кратным 32, с минимальным значением 128 бит. Максимальный размер блока равен 256 бит. При этом размер ключа не имеет теоретического предела. Поддержка данного шифра введена компанией Intel семейства процессоров x86. Криптоанализ – это наука о том, как расшифровывать зашифрованную информацию, не имея в распоряжении ключа для расшифровки. Криптоанализом также называется сам процесс дешифровки. Чаще всего под криптоанализом понимается выяснение ключа шифрования, так как, имея ключ, криптоаналитик может расшифровать любое сообщение. Однако криптоанализ может заключаться и в анализе криптосистемы, а не только зашифрованного ею открытого сообщения, и включает также методы выявления уязвимости зашифровывающих алгоритмов. Как и все шифры, алгоритмы, которые известны, блочные шифры подвергаются криптографическим атакам. Цель атаки – разработать алгоритм взлома более эффективный, чем полный перебор всех возможных ключей. В случае нахождения подобного решения атака считается успешной. При этом шифр является взломанным,
если существует атака, позволяющая провести взлом за время, в течение которого информация сохраняет актуальность, и проведение подобной атаки выгодно злоумышленнику. Благодаря такой характеристике блочного шифра, как обратимость функции, его вывод становится отличным от истинной случайной последовательности следствий парадокса дней рождения. Эта особенность приводит к снижению безопасности шифра и необходимости брать во внимание размер блока. Таким образом, существует компромисс между большими, снижающими производительность шифра, и ненадежными маленькими блоками. Не менее важную роль играет размер ключа. Ранний шифр DES характеризовался размером ключа в 56 бит, что, как показала практика, явно недостаточно для надежной пересылки данных. Именно атакой полным перебором впервые был вскрыт DES. Более современные алгоритмы, такие как AES и GOS 28147-89, имеют размер ключа 128 бит и 256 бит соответственно, что делает бессмысленным подобные атаки. Brute Force Attack – атака методом группой силы, то есть полным перебором ключей. Основная цель любого метода криптоанализа – улучшить время Brute Force Attack или улучшить имеющееся соотношение время-память. Key-Recovery – метод нахождения наиболее вероятного раундового ключа с помощью перебора различных исходных текстов, используется в большинстве методов криптоанализа. Дифференциальный криптоанализ – это метод криптоанализа симметричных блочных шифров и других криптографических примитивов, в частности хэш-функций и поточных шифров. Дифференциальный криптоанализ основан на изучении преобразования разности между шифруемыми значениями на различных раундах шифрования. В качестве разности, как правило, применяется операция побитого суммирования по модулю 2, хотя существуют атаки и с вычислением разности по модулю 232. Является статистической атакой. Применим для взлома DES, FEL и некоторых других шифров, как правило, разработанных ранее начала 90-х. Количество раундов современных шифров AES, Камелия и другие рассчитывалось с учетом на обеспечение стойкости, в том числе и к дифференциальному криптоанализу. Линейный криптоанализ – это метод вскрытия шифра, основанный на поиске афинных приближений для работы алгоритма. Разработан японским математиком Мицуру Мацуи, первым применившим эту технику для атаки на DES и FEL. Метод основан на применении операции исключающая или XOR к блокам открытого текста, шифра текста и к их результату, что позволяет получить результат применения XOR для битов ключа. Структура S-блока оказывает сильное влияние на стойкость к линейным атакам. Когда метод был разработан, оказалось, что DES имеет слабость к нему, так как никто не предполагал подобных атак при его разработке. Интегральный криптоанализ – вид атак, особенно применимый к блочным шифрам, построенным на SP-сети. В отличие от дифференциального криптоанализа, использующего пару выбранного открытого текста с фиксированной разницей, вычисленной при помощи операции XOR, интегральный криптоанализ использует множество открытых текстов, в которых одни части удерживаются постоянными, в то время как другие варьируются среди всевозможных значений. Подобное множество с необходимостью имеет сумму по модулю 2 XOR равной нулю, в то время как соответствующая сумма шифра текста содержит информацию об операциях шифра. Помимо описанных выше существуют другие типы атак. Усеченный дифференциальный криптоанализ – это атака на блочные шифры, обобщение дифференциального криптоанализа. Ларс Кнудсен разработал эту атаку в 1994 году, в то время как обычный дифференциальный анализ использует разность между двумя полными текстами. В усеченном криптоанализе рассматривается разность между частями текста. Поэтому с помощью этой атаки можно предсказать значение лишь некоторых бит, а не целого блока. Атака скольжением или сдвигом. Криптографическая атака, являющаяся в общем случае атакой на основе подобранного открытого текста.
позволяющая проводить криптоанализ блоковых многораундовых шифров независимо от количества используемых раундов. Предложена Алексом Бирюковым и Дэвидом Вагнером в 1999 году. Атака бумерангом. Это криптографическая атака на блочный шифр, основанная на методах дифференциального криптоанализа. Алгоритм атаки был опубликован в 1999 году профессором университета Беркли Дэвидом Вагнером, который использовал его для взлома шифров Coconut 98, Knuffo и Cast 256. XSL-атака – это метод криптографического анализа, основанный на алгебраических свойствах шифра. Метод предполагает решение особой системы уравнений. Невозможный дифференциальный криптоанализ. Принципиально новый вариант дифференциального криптоанализа, предложенный Эли Бихамом, Ади Шамиром и Алексом Бирюковым в 1998 году. Данный метод использует дифференциалы с нулевой вероятностью, в отличие от дифференциального криптоанализа. Любой новый шифр должен продемонстрировать стойкость ко всем известным видам атак. Шифр обычно составляют из более простых шифрующих преобразований. Простое шифрующее преобразование – это преобразование, которое реализуется аппаратно относительно несложной логической схемой или программно несколькими компьютерными командами. Основные шифрующие преобразования – перестановка, замена и подстановка, функциональное преобразование. Перестановка – перестановка структурных элементов шифруемого блока данных, битов, символов, цифр. Перестановку можно представить как устройство с n входами и выходами. Имеется n факториал возможных вариантов коммутации проводов внутри этого устройства. Ключей блока перестановок. Свойства блока перестановок. Легко может быть аппаратно построен для достаточно больших n. Очень неэффективно реализуется программно на процессорах общего назначения. Путем использования набора специально сконструированных сообщений, содержащих одну единственную единицу в n-1 различных позициях, можно целиком определить ключ такой системы всего за n-1 операцию. Замена-подстановка. Замена группы элементов шифруемого блока на другую группу по индексной таблице. Замена или подстановка может быть представлена устройством с n входами и выходами. Устройство содержит мультиплексор или демультиплексор, также 2n внутренних соединений их выходов, которые могут быть выполнены 2n факториал различными способами. Ключ блока подстановок. Свойства блока подстановок. Включает любые линейные и нелинейные преобразования, может заменить любой входной блок цифр на любой выходной блок. Аппаратно реализуется с помощью запоминающихся устройств, программно индексированным чтением из оперативной памяти размером в битах v равно 2nn, путем перебора 2n-1 наборов сообщений можно целиком определить ключ такой системы за 2n-1 операцию. Обычно n мало, и такой анализ реально осуществим. Функциональные преобразования. Унарные и бинарные логические и арифметические операции, реализуемые аппаратно-логическими схемами, программно одной-двумя процессорными командами. Обычно используют операции, которые имеются в наборах команд универсальных процессоров и реализованы аппаратно в виде микросхем. Инверсия, побитовые и/или, исключающие или, изменение знака, сложение, вычитание, умножение, деление по модулю некоторого числа, циклические сдвиги. На практике блочный шифр оценивают по множеству критериев. Параметры ключа, его длина и длина блока, обеспечивающие верхнюю границу безопасности шифра. Оценка уровня безопасности, основанная на достигнутой в блочном шифре конфиденциальности и полученная после того, как шифр выдержит значительное число попыток криптоанализа на протяжении времени. Стойкость математической модели и существование практических способов атак.
Сложность шифра и пригодности к программной или аппаратной реализации. В случае аппаратной реализации сложность шифра может быть оценена в числе использованных вентилей или энергопотреблении. Эти параметры важны для устройств, ограниченных в ресурсах. Производительность шифра, выраженная в пропускной способности шифра на различных платформах и потребляемой памяти. Стоимость шифра, которая может быть обусловлена лицензионными требованиями в соответствии с интеллектуальной собственностью. Гибкость шифра, связанная со способностью поддерживать множество длин, ключей и блоков. На этом наше занятие подошло к концу. Всего доброго, спасибо за внимание.